В городе Ош, в школах Новой и Киров и в лицее Джитиген учителя осваивают новую методику преподавания 17 предметов. Обсуждаются ошибки, допущенные в первом учебном полугодии, и идеи, предложенные в ходе обсуждения, будут отправлены в министерство. Такие учения проводятся в январе и августе каждого года. Конечно, трудно сказать, что за 3 дня поднимется уровень образования учителей. Есть много нерешенных вопросов. Мы изучаем новые стандарты образования, и в соответствии с этим нужно обновить учебные книги, потому что книги по старому стандарту уже не подходят. Сейчас мы испытываем проблемы с обновлением книг. Начальные классы уже обеспечены ими, а 5-е и 6-е классы еще не полностью. Книги вовремя не поступают. За последние 2 года в Оше 50 школ из 53 прошли аккредитацию. Городское управление образования проводит проверку знаний учителей и учеников. Точнее говоря, проверка проводится каждый год, начиная с учеников 2 класса, заканчивая учителями на пенсии. Количество 1-х и 2-х мест на олимпиадах значительно увеличилось. Этим обстоятельством можно гордиться. Но есть острые проблемы касательно коррупционных элементов при поступлении в детские сады и увеличения количества учеников, связанных с преступностью. В том, что ребенок вырастает необразованным, виновны не только его родители, но и общество в целом. И поэтому нужно проводить разъяснительные беседы с родителями, объяснить, какое отношение нужно делать к ребенку. Если надо, в беседе должны участвовать общественные представители и милиция. Эти работы должно проводить городское управление образования. Качество образования в Кыргызстане в сравнении с соседними странами значительно низкое, не говоря уже о дальнем зарубежье. Такое мнение высказал доктор и профессор филологических наук Капар Зулпукаров. По его словам, такая ситуация сложилась из-за продажности образования, и систематическая торговля знаниями не обусловливает повышение уровня образования учителей и учеников. Качество образования в школах прямиком зависит от нас. У нас некий товарооборот. Как мы им даем, так и получаем. По моему мнению, для учеников нужно ввести некоторые ограничения при поступлении в вузы, повысить планку для поступающих. В 2018 году по всей стране 62 тысячи учеников окончили средние школы. Из них более 45 тысяч прошли общереспубликанское тестирование. 110 баллов являются пороговым для поступления в вузы, и только 26 тысяч абитуриентов смогли его пройти. 36 тысяч учеников, не сдавших тест, пополнили ряды лишенных возможности на образование. По наблюдениям аналитиков, неудача в поступлении в вуз больше половины абитуриентов говорит о низком качестве образования в стране. Бегаим Бегалиева, Роза Курманбекова, Кенджебю Мамацадыкова, Шахрух Иминджанов. Новости Ош-Пирим.